В центральном бассейне Сыктывкара сегодня олимпийские надежды плавательного спорта. Здесь собрались школьники Сыктывкара, Ухты, Воркуты и Котласа. Медали разыгрывают 210 участников. Уважение и благодарность организаторам этих соревнований, потому что это благодаря только энтузиазму, организационной работе, такой напористости, спортивной, все это дело проведено, организовано. Детки соревнуются, набираются опыта спортивной борьбы. Потом они переходят в другие категории возрастные и уже становятся настоящими спортсменами. Многие ребята на соревнованиях такого уровня впервые. При этом заплывы совсем не детские. На 50 и 100 метров. Здесь и вольный стиль, и брас, и даже баттерфляй. Оба соревновательных дня заканчиваются сложной 300-метровой эстафетой. Сегодня в центральном бассейне столицы по-настоящему жарко. Хоть участникам соревнований всего от 7 до 9 лет, они соревнуются совсем как взрослые, не уступают друг другу и ставят все новые и новые рекорды. Одна из основных задач турнира – популяризация плавания. Есть и другие, не менее важные – укрепление здоровья и воспитание безопасного поведения на воде среди детей. Но с точки зрения физиологии человека, это минимальная нагрузка на позвоночник, это закаливание. И самое главное, что в плавании – это то, что человек получает возможность вести себя спокойно на воде. Это безопасное поведение на воде. То есть, а сколько у нас детей, взрослых тонет на водоемах? А люди, которые умеют плавать, те, которые не боятся воды, они те люди, которые защищены от этого. Для юных спортсменов такие соревнования не только новый и интересный опыт, но и возможность показать свои способности. Недаром именно после таких стартов тренеры отбирают детей для формирования так называемого плавательного резерва. Уже в этом возрасте видно, какие данные у ребенка, потому что трудолюбие, конечно, необходимо, но данные природные, они тоже очень важны, и поэтому здесь мы можем просмотреть перспективных детей. Соревнования продлятся 2 дня, итоги подведут в пятницу. Впрочем, многие уже сегодня почувствуют вкус победы. А те, у кого не получится схватить золотую рыбку за хвост в этом году, будут готовиться к участию в следующем турнире. Евгений Стокос, Олег Костромин, телеканал Юрган.